Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Вести. Чеченская Республика». В студии Лейла Муртазова, и в начале главные темы выпуска. Дань уважения. В Центре образования стартовала эстафета «Знамя Победы». Большая делегация посетила ряд дошкольных учреждений региона. Именно посредством таких встреч мы учимся друг у друга новым методам воспитания и развития детей. Как оценили работу детских садов? Трудимся вместе. А для того, чтобы сохранить эту первозданную прелесть, людям нужно быть просто более бережливыми. Студенты и волонтеры провели субботник на объектах культурного наследия. Традиционно в Центре образования имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова прошла эстафета «Знамя Победы». Обучающиеся приняли копию символа победы над нацистами в Великой Отечественной войне. Как прошла церемония, поделится Турпалали Тайсомов. Традиция проведения патриотической эстафеты «Знамя Победы» существует уже давно. В Центре образования в республиканской акции, посвященной 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, учащиеся приготовили торжественное мероприятие. Участие в нем приняли в том числе и внуки первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Официальные лица, присутствующие здесь, отметили величайший подвиг миллиона наших соотечественников, отстоявших родину. В недавнем прошлом ценой своей жизни Ахмат Хаджи Абдулхамидович также защитил целостность региона и всей страны. Мы знаем, что Ахмат Хаджи Кадыров всегда призывал весь чеченский народ защищать свое право, чтить память наших героев, чтить память победы. И сам пожертвовал собой во имя мира за весь чеченский народ, за всю нашу Чеченскую Республику и ушел непобежденным. Я выражаю благодарность всем, кто принимает участие в этом важном мероприятии. Масана Дерезгал, история Амир, история Хар, Шия Турпалхой, Бозар, Шия Кома, Шия Мехка, история Йозара, Иванчо Уиштуа, Эсада, Има, Йо Хирадеш, Эстебер, Штиадовой. Председатель региональной общественной организации Республиканского совета ветеранов Великой Отечественной войны и труда Майербек Исмаилов поделился, что за годы войны с начала 40-х участие в ней приняли свыше 44 тысяч чеченцев и ингушей. И исключительно благодаря поддержке руководства нашего субъекта память о них чтят как полагается. Созданный для этого совет – подтверждение этому. Нынешнее время, как мы знаем, продолжает нашу доблестные героические братья, отцы, сыновья, дети Украины. Мы знаем, это нечисть. Если мы не остановим на месте, она будет проходить у нас. За наше светлое будущее мы знаем Чечне, которые проходили антитеррористические операции. Недавно, 16 апреля, день отмены которого прошло. Мы хотим, чтобы такое больше не повторилось. Мы желаем мира, добра, мирного неба над головой. После выступлений стартовала передача копии Знамени Победы. Его принял Абдуллах Кадыров. Он же отнес памятное полотно к мемориалу Ахмата Хаджи Кадырова. Учащиеся Центра образования прочитали стихотворения, посвященные Великой Победе. В каждом исполнении звучали слова патриотизма и гордости за защитников Родины. И вот Берлин, орудия остыли, лишь голос победителей кричал, и флаги, полыхая, гордо плыли, и восхищенный шар земной кричал. Эстафета Знамени Победы охватит всю республику, начиная с этого момента. Совершив почетный круг по всем районам республики, Знамя Победы вернется в столицу накануне Дня Победы 9 мая. Хочется подчеркнуть, что наш народ принимал активное участие в Великой Отечественной войне, и благодаря их мужеству и отваге сегодня мы проживаем мирную и светлую жизнь. В этот день на мероприятии звучали также и музыкальные композиции для укрепления праздничного настроения. Подобные песни звучали против фашистской Германии.
В то время такими исполнениями люди подбадривали друг друга против общего врага, а дети прекрасно передали атмосферу победы. Турпал Алит Айсумов и Моусар Хаджиев. Вести. Чеченская республика. В Гудермесе открыли новую мечеть на 2500 мест. Она будет носить имя Исы Бисаева. Это был один из достойнейших представителей команды, основанной первым президентом Чеченской республики, Героем России Ахматом Хаджи Кадыровым и самоотверженно защищавшей наш регион в трудные времена. Как прошла церемония, расскажет Валентина Гусевская. Иса Бисаев погиб при отражении нападения террористов в 2007 году. Уже в мирное время увековечили память героя открытием в его честь мечети в городе Гудермесе. На открытие святыни прибыли члены семьи погибшего бойца. مجدكش فتحة رمزان حاجة تو مس أنا ناوس داشتو مصهم طقوشتو يخام بيشتو دال مولا هنيطيا تندقنا وستيخل خداع تعقل دوشتو دال ديكنز دقوا غولة دال عارش غولة. С 16 лет Иса Бисаев сражался против зла, был командиром взвода. Близкие друзья вспоминают его как мужественного и добропорядочного мужчину. Почтить память бойца прибыли его сослуживцы. ديق دق ديتو ماش دق تكون دتوشل دوهر دونال دوش يحيوش ميرا وش ديكنا واستخيل خلارت قدال غازو تقوبل دوال قني يشتو داقل بالمسو يجري داق اوغور تكون ديلريس خلال وش ديك تخينها واست ويتسا تخينها واست تكون دقا خلال مسو ويا قمسا بالمخكواش قمسا بالوجرشنا يجرشنا قبور دوق ماش ديلر داق هو باتشان رمزان اخماتوچن ديلريس خلال وردو تكون اوغور حلق داق وي مخكنان امانون حاجينا ديلريس خلال وردو قرماش دولش تكون هنا واستل درنا. Мечеть имени Исы Бисаева одновременно может вместить 2500 человек. После полуденного намаза собравшиеся прочитали молитву Мавлид, желая мира мусульманской умме. На открытии среди гостей присутствовал муфти Чеченской республики Салах Хаджи Межиев, отметив, что с постоянным увеличением населения республики эта мечеть принесет только пользу. هرديغست خزي ومخداس وباشا رمضان عجز ماجدك ديزر تكون أليو شلمتك ماجدك ويحاشت خل شعر شيقي خل شو أدم ألسم دول شدو أق روزبان دول شدول أدم ألسم دول إبعان دول شا ماجدك يحاشت خل يا ماجدك حلالير ماجدك تشدل خل يقت دل خل أتصحشت ونش سانة ماجدك ويحاشت مخل نح قزعت قول ماجدك ديزر ألشي تعمئتك يواتق ها أل. Открытие мечети стало возможным при помощи регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Валентина Гусевская, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская республика. Бойцы подразделения «Ахмат» продолжают активное участие в специальной военной операции. Опытные командиры и солдаты передают знания новобранцам. Для этого на одном из полигонов российской армии недалеко от линии фронта проводятся теоретические и практические обучения. Защитники Родины оттачивают навыки применения стрелкового оружия и тяжелого вооружения. Кроме того, они закрепляют умение оказания первой помощи пострадавшим в ходе боевого столкновения с врагом. Такие занятия, по их словам, необходимы, чтобы быть готовыми к любой ситуации на участке сражения. Все необходимое для полноценной подготовки у нас благодаря Рамзану Ахматовичу имеется. А так все наши подразделения Чеченской Республики на постоянной основе постоянно проходят подготовку в Российском университете спецназа Русгорода Гудермес. СВО даю лечануна. تخوندت الخيش بتبايت ونخشى جاسون جنوات اما داخل شيء بجرن خيل شيء ميت خيل شيء شوبي واخر شيء شبابي توجه دبي شو تخوندت تجاه تو سلاب دويو وين داتي تدعى تيك باش شباب نبيل دوي خيل غيرنا وخيل ابو ويل حلقة تو قداك
Воспитатели с различных регионов страны ознакомились с системой обучения в дошкольных учреждениях республики, познакомились с преподавательскими составами и переняли у коллег полезные навыки воспитания. Обо всем по порядку Наталья Депутатова. Первым делом в рамках ознакомительного визита делегация, а это около 150 воспитателей из 20 городов, посетила столичный детский сад номер 5 «Дики». Здесь их очень радушно встретили. В нашей республике проводится огромная работа в рамках развития дошкольного образования. И нам есть о чем им рассказать, нам есть чем делиться. Наш опыт им очень интересен, и мы делимся, мы открыты для всех. Рамку, заданную нам, Хадижат Рамзановной Кадыровой, мы стараемся ее держать, делаем все усилия, чтобы дошкольное образование в нашей республике было на самом хорошем уровне. Для гостей провели обзорную экскурсию, познакомились с персоналом, показали прекрасно оснащенные детские группы, а также новый, открывшийся в феврале этого года кабинет по изучению родного языка. Гости особо отметили, что здесь созданы все необходимые условия для комфортного пребывания и всестороннего развития. Ну а воспитанники детского сада подготовили концертную программу с национальными песнями и танцами. Новые технологии, изучение арабского языка, изучение родного языка, применение интерактивных технологий буквально в каждой групповой. И я, как директор детского сада у себя в Красноярске, с радостью приму такие технологии в свою практику. Позже делегация направилась в детский сад номер 18 «Ирс». Здесь их также встретили на улице красивым патриотическим танцевальным номером в исполнении маленькой артистки. Клип о работе Департамента дошкольного образования мэрии Грозного под руководством Хадижи Кадыровой оставил массу положительных эмоций. Уважаемым Рамзаном Ахматовичем Кадыровым оказывается огромная поддержка в реализации данной концепции, потому что религиозность и традиционность являются для нас концептуальной основой и главным вектором развития на протяжении всей нашей жизни. Несмотря на то, что организаторы не впервые проводят подобный семинар во всех регионах России, посещение Чеченской Республики приятно удивило гостей. Наши участники разделились на 3 группы. Мы посещаем ведущие школы города Грозного, колледжи. Я присоединился к группе, которая посещает детские сады. И я не то чтобы не пожалел, а я искренне восхищен той организацией, тем теплом, той заботой, той добротой, которая нас окружают. В городах и селах нашего края строятся новые образовательные учреждения, ведь население республики неуклонно растет, и детям нужно качественное образование, чтобы обеспечить прекрасное будущее. За дни проведения всероссийского семинара участники не только познакомились и пообщались с сотрудниками детских садов Грозного. По их же признанию, это бесценный опыт, многое из чего они уже решили внедрять в собственных образовательных учреждениях. Детские сады региона благодаря постоянному вниманию руководства получают все необходимое оборудование, проводится регулярный ремонт зданий, полностью обновляется оснащение. Под руководством первого заместителя руководителя администрации, главы и правительства Чеченской Республики Хадижи Рамзановны Кадыровой и Департамента дошкольного образования мэрии города Грозного мы реализуем много проектов, в том числе и в рамках духовно-нравственного воспитания детей, которые могут быть полезны для коллег из других регионов. Именно посредством таких встреч мы учимся друг у друга новым методам воспитания и развития детей. Это сразу бросилось в глаза и участникам семинара, посетившим учреждение. Спасибо, что сохраняете свои традиции, национальную культуру. Это дорогого стоит. И видно, как правительство Чеченской Республики вкладывается в дошкольное образование, в детские сады. Значит, вы вкладываетесь в нацию. Есть чему поучиться, есть что приобрести у вас. Закончился этот день пребывания делегации банкетом, подготовленным специально для всех присутствующих. Столы были заставлены в основном традиционными национальными блюдами чеченской кухни. Наталья Депутатова, Ислам Нацуров, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская Республика. В рамках всероссийской акции «Я вернулся, мама» делегация из Северной Осетии вместе с представителями Министерства по национальной политике, внешним связи, печати и информации посетили братскую могилу и мемориальный комплекс Грозного. Слово Валентине Гусевской.
Благотворительный фонд «Рука помощи» при поддержке Министерства национальной политики Республики Северная Осетия Алания провели патриотическую акцию «Я вернулся, мама». Восстановить по крупицам страницы истории. С такой задачей встретились делегаты. Сегодня тема защиты Родины, она как никогда актуальна. В годы Великой Отечественной войны никто не спрашивал какой-то национальности, какого вероисповедания. Мы все защищали Родину, как защищаем ее и сегодня. Мы сегодня живем среди героев. У нас огромное количество новых имен героев. Вот живя с великими людьми, мы к ним привыкаем, но надо всегда помнить, герой всегда приносит себя в жертву. Если мы будем вспоминать наших героев, герой нашей новейшей истории – это Ахмат Хаджи Кадыров, который принес себя в жертву ради мира на земле и ради сохранения России. В ходе визита участники возложили цветы к братской могиле советских воинов, погибших в боях с фашистами на подступах к Грозному. Ежегодно здесь чествуют героев-защитников Родины. На этой земле был похоронен отец Аллы, Хасака Хасроев, участник Великой Отечественной войны. Несколько лет женщина искала его последнее местонахождение. Он был такой, патриот был своей Родины. Поиски прекратились уже. Когда 4 братьев умерли, я практически прекратила. Только перешла в архив работать, но иногда находила его росписи. Он финансист был. Таких нам на небольших справочках. Но все было уже позабыто, безнадежно. И вдруг Чеченская Республика объявляет, что нашелся без вести пропавший именно Хосроев Хасако Батырбекович. С такими подробностями. Был в 303-м госпитале, скончался в 43-м году, 18 апреля, от ран. Участники также посетили мемориальный комплекс славы имени первого президента Чеченской Республики, чтобы отдать дань уважения герою России Ахмату Хаджи Кадырову. В музее комплекса делегаты подробно ознакомились с его жизнедеятельностью. Валентина Гусевская, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. Студенты и волонтеры присоединились к Всероссийскому субботнику. Молодые люди привели в порядок историко-архитектурный комплекс Итумкалинского района. Материал с места событий подготовила Наталья Депутатова. Икальчинский историко-архитектурный комплекс расположен на левом берегу реки Мишихи в Мелхистинском ущелье. Историки датируют эти постройки XIV-XVI веками. Виды, открывающиеся вокруг, как будто нарисованы на холсте. Он называется замковый комплекс. Вы обратили внимание, что здесь вы видите здесь и башню боевую, вы здесь видите относительно хорошо сохранившаяся жилая башня, еще одна башня и завершающие, обратите внимание, сверху лежат камни, завершающие вот эту кровлю. В какой-то степени напоминает Пизанскую башню. Это башня с древнейших времен, во всяком случае, так говорят старожилы, потомки этих жителей, которые жили здесь. Так вот, эта башня, она накренившаяся очень давно. Интересные машикули здесь, по 2 консоли и машикули. То есть, когда враг подходит близко к башне с целью пробить ворота или там повредить стену, то есть сверху сбрасывали камни. Обычно машикули даже на некоторых жилых башнях, полубоевых башнях устанавливали прямо над входным проемом. В случае опасности люди впрок поднимали камни и устанавливали их вот таким вот образом сверху. Волонтеры, студенты ЧГУ, члены команды «Тропами предков», всего около 40 человек приняли участие в субботнике, который был организован Министерством культуры Чеченской Республики и Аргунским заповедником в рамках Всероссийского субботника, который проводится по всей стране. Для санитарной очистки объекта культурного наследия мы год несколько раз вывозим сотрудников, а также студентов, школьников и всех волонтеров, которые зарегистрированы на сайте Добро Мира. Мы не можем всех контролировать, оставляют обертки, конфеты, все приходится собирать. Чечня наша славится тем, что очень чистая, опрятная, приятная, поэтому мы стараемся содержать все
в хорошем виде. Марафон чистоты объединяет всех желающих видеть свою страну ухоженной и чистой. Кроме того, участникам представляется возможность оказаться в самых труднодоступных местах. На то, чтобы сюда добраться, волонтерам пришлось проделать 3-часовой путь по горным серпантинам, а потом еще более часа пешком по пересеченной местности. Однако все, кто решился на эту поездку, очень рады. Сегодня мне впервые удалось притронуться к древности чеченского народа. И, конечно же, скажу так, что до этого никогда я не бывал в таких местах, и мне удавалось видеть вот эти вот все ценности только через телевизор и просторы интернета. Очень рад сегодня побывать на данном мероприятии. Хотелось бы передать вот всем остальным туристам, а также и нашим людям, чтобы они не мусорили на данных объектах, так как все вот эти ценности для нас очень значимы. Волонтеры почистили и сами башни, и прилегающую территорию. Полюбоваться древними строениями сюда приезжают часто как местные, так и туристы. И порой некоторые оставляют за собой неубранный мусор и надписи на стенах. Это, естественно, портит все великолепие. Весь мусор был собран в мешки и вывезен на свалку. Сухостой, а также поваленные кустарники тут же сожгли. Это не нанесет урон природе. За костром внимательно следили, чтобы он случайно не распространился. Этот район Чеченской Республики красив по-особому. Потрясающие пейзажи, лес, горы, быстрые родники. А для того, чтобы сохранить эту первозданную прелесть, людям нужно быть просто более бережливыми. Относиться с любовью к тому, что создал Всевышний. Наталья Депутатова, Сайдемин Мусаев, Магомед Тутаков. Вести, Чеченская Республика. В прокат вышел приключенческий фильм «100 лет тому вперед». Сюжетная линия разворачивается вокруг парня и девушки из разных миров. Встреча молодых людей станет началом невероятной истории, которая будет сталкивать героев с разными испытаниями. Валентина Гусевская поделится о том, как создавалась кинокартина и насколько оценили ее телезрители. Слышу голос из прекрасного. Алиса, я всегда буду гордиться тобой. Люблю тебя. Оригинальный фильм «100 лет тому вперед» снят по сценарию одноименной повести Кира Булычева. Это знакомая с детства история Алисы Селезневой и Коли Герасимова, которые живут в Москве, но с разницей в 100 лет. Культовые вещи, которые вошли даже в некий код, да, код детства, юности, без разницы. Очень сложно сделать что-то свое, чтобы это не было простым повторением. Честь и хвала, мне кажется, создателям этого фильма, что они не пошли на поводу у того прекрасного фильма, действительно прекрасного, а попытались рассказать про новых героев, которые сегодня, наверное, должны цеплять и должны обращать на себя внимание того поколения, которое выходит в большую жизнь. В процессе производства авторы меняли время действия и возраст героев. В один момент было решено, все должно происходить в наше время. Сюжет был перенесен в 2024 год, и герои путешествуют на 100 лет вперед. Коля обычный парень, ему нет дела до прошлого. Алису оно не отпускает. Она должна найти маму, которая потеряла, когда была ребенком. Сейчас 2124 год. Встреча Алисы и Коли станет началом невероятных приключений. Зрители кинотеатра «Киностар» в Грозном уже успели оценить новинку на больших экранах. Мне очень нравится жанр фантастика, и я очень был восхищен фильмом, потому что именно по моему вкусу этот фильм, и он очень захватывает. Мне понравилось. Прям эмоции, позитив и хорошее настроение. По замыслу создателей картины в мире будущего спокойно и экологично, а средством перемещения является телепорт-космион. По словам генерального продюсера Александра Андрущенко, эту историю поймут и увидят себя в ней как взрослые, так и подростки. Фильм «100 лет тому вперед» вышел сегодня, то есть сегодня премьера, и у нас очень много сеансов, если посмотреть на расписание, он есть и утром, и днем, и вечером, потому что очень большие ожидания, по причине того, что, если я не ошибаюсь, самый дорогой блокбастер, который сняли в России, там очень крутые спецэффекты, я сам фильм еще не посмотрел, я видел трейлер, это какой-то замах на зарубежный уровень, даже где-то, может, даже чуть-чуть лучше, посмотрю, оценю лично, вот, очень интересно именно Петрова увидеть, он там типа злодея играет, наконец он какой-то в другой роли, а то он постоянно везде один и тот же, тут как будто бы, наконец-то новый
новое амплуа. Все образы инопланетян были вдохновлены учебниками по биологии, частями насекомых, растений и грибов. С помощью советских синтезаторов были созданы некоторые ключевые звуковые решения, вплетая в новую вселенную оттенки прошлого. В фильме «100 лет тому вперед» компьютерная графика использована почти в половине кадров, большинство из которых сложны по производству. Съемочный период картины длился 3 месяца, а постпродакшн компьютерной графики – 1 год. Мультижанровое кино совместило в себе приключения, комедию, драму и поджанр фантастики «Путешествие во времени», позволяя погрузить зрителя в атмосферу фильма с первых минут. Валентина Гусевская, Рахман Хаджиев, Сайтсели Мампукаев, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лейла Муртазова. До новых встреч в эфире.